Здравствуйте, это проект «Прямой разговор». В студии Людмила Колеева. Сегодня гость нашей студии Руслан Кучиев. Руслан, добрый день. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Очень приятно вновь находиться в вашей студии. Руслан, праздник стал поистине всенародным. В рощу Хетега приезжают из разных уголков республики, в том числе из Южной Осетии. Хочется поговорить о том, что часто спорят, когда же все-таки необходимо проводить этот праздник Хетаджибона. Это очень сложный разговор. Для того, чтобы на него ответить, нужно знать, как исчислялись праздники, отсчитывались праздники в осетинском исчислении, не в календарном, не в христианском, а именно в осетинском исчислении. Они отсчитывались в зависимости от положения Солнца и Луны. Оттуда это был вот такой календарь. И отсчитывали праздники по неделям от одного праздника до другого. Поэтому осетинские праздники не прикреплены к календарю, их невозможно прикрепить к светскому, не привязаны. Их невозможно, они плавают. И каждый год бывает вопрос, когда этот праздник, Хетаджуа, что же его праздновать. Вызывает споры, и в этих споры внесло еще несоответствие восприятия этих дат разными поколениями. Потому что в мое время, в бытность, когда я жил в Аллагире, в молодость мою там проводил, чаще всего выпадало второе воскресенье июля. В какое-то другое время, для другого возраста, выпадало первое воскресенье, потому что они плавают вот так вот. Люди начинают спорить, когда же праздновать. Но в этом году, в общем-то, оно выпадает на 7 число. Это первое воскресенье. Практически во всех календарях, которые я видел, которые составляли наши представители Нахаша, Роман Хамицаев и Булат Засеев, другие календари, во всех календарях практически 7 число, воскресенье. Я с ними согласен. Вполне возможно, так бывает часто, что служители в роще самой, они выбирают другой день. И вот сейчас, по-моему, так и выйдет. Они, собираются вроде бы праздновать 14 числа. Поэтому в этом ничего плохого нет, страшного тоже ничего нет. Тем более, что этот праздник, столько людей, как сегодня собирается туда, почти со всей Осетии, как вы сказали, с Южной Осетии, в один день, наверное, очень сложно было бы там вместить это количество людей, когда нормальная погода, там очень много людей собирает, десятки тысяч. И может даже в этом плане неплохо, что будут праздновать и 7 и 14. Но, насколько я знаю, сам праздник 7. Испокон веков в священную рощу приходили, чтобы помолиться и попросить защитить родных и близких от невзгод и несчастий. Но приходить необходимо с чистой душой и помыслами. Это абсолютно так. Не только туда, но и в любое святилище нужно приходить только чистым внутри, телом и душой. К этим праздникам наши предки готовились. Не просто приходили, вот сегодня бросил все свои дела и бегом туда со своими 3 пирогами, тем более сейчас очень многие их покупают в магазинах. Это неправильно. Нужно готовиться к этому празднику, может даже какое-то подобие поста подержать 3-5 дней, неделю, и в это тоже входят какие-то понятия. Раньше в селах приносили жертвоприношения. К сожалению, сегодня не всегда есть такая возможность в силу того, что многие живут в многоквартирных домах. Поэтому приходится покупать кувинок-то в магазине. Можно ли это приносить на праздник в рощу Хетега, когда нет другого выхода? Можно ли купить мясо 3 ребра хотя бы за день до праздника? И можно ли приходить туда с покупными пирогами? На любое торжество и по праздникам мы возносим молитву с 3 пирогами. Пивом и 3 пирогами. Остальное, что там бывает, 3 ребра и так далее. 3 ребра, они должны быть как невон кушартагой. Вот 3 пирога, мне кажется, это мое мнение, я его никогда не менял. И всегда говорил, что 3 пирога нужно приготовить дома.
Если мы хотим, чтобы в этих трех пирогах был сакральный смысл, и они дошли туда, куда мы направляем свои молитвы, это нужно делать так, как положено. А 3 ребра, если есть, не вон кушать так, вот кувинок-то. Потому что смысл вознесения молитвы – это 3 пирога. В них заложен очень глубокий смысл. И обязательно пивом. Не аракой, не водкой. Обязательно пивом. Руслан, кто же все-таки должен возносить молитву Богу с 3 пирогами? Должен ли это непременно делать кувоклак или это может сделать кто-то другой? Любой зрелый мужчина, я бы сказал, что это должен быть чистой душой мужчина. И от чистого сердца вознесет молитву. Независимо от возраста. Это может быть человек и 40 лет, и 80 лет. Нет разницы. Куваглаг, наверное, туда приносят, там есть специальные люди, которых люди избирают. Мы добились того, что там каждый год проводятся выборы служителей в роще Хетага. Я бы исходил из того, поручая там на месте, или же дома, или во дворе где-то, поручать возносить молитву людям чистым. Чистым. Вот эта молитва дойдет. Руслан, насколько я знаю, кувинок Тима бывает еще и машайнак, он наделен особым смыслом. Насколько я помню, в детстве это были монеты, их заворачивали в белую материю, кусок материи. Именно в таком виде их приносили в рощу. Это машайнак сам собой ни о чем не говорит. Машайнак, нишан – это как засвидетельствование того, что человек там вознес молитву с 3 пирогами. Меюшасагедар вот так их приносили, очищали монету. В те времена, когда у людей денег не было, а это было и до войны, во времена, когда трудоднями платили там и так далее, или натуральным продуктом платили, у людей денег не было. Не было и до революции особо у людей денег. Не носили они деньги туда и монеты. Монеты стали носить, когда появились у людей, когда зарплаты пошли, деньги появились. Но не в качестве денег они их туда приносили, а в качестве засвидетельствования чем-то металлическим, которое можно очистить. Правильно вы сказали. Можно помыть, можно было тогда 15-копеечную, сегодня можно рублевые какие-то, 5 рублей. Очистить, помыть хорошенько. Я даже, когда хожу, я даже на огне немного подержу и так очищаю эти монеты. Жгарахса. Металлические деньги, монеты, очищенные, завернутые, как вы говорите, в белую тряпочку или в белую вату. И вот тогда они являются мшайным. Часто слышу о том, что спиртные напитки нежелательны, молились астинским пивом. И сегодня первая молитва за праздничным столом произносится с чашей пива. Сейчас, в наше время, это все соблюдается или нет? К сожалению, не соблюдается, потому что, частично соблюдается, я бы так сказал. Потому что люди потеряли связь между молитвой и каким-то чревоугодничеством, которое сегодня распространено. Будем откровенны. У нас каждое синзинат, каждое застолье превращается, не всегда, это зависит от старших, от места, от соседей. Там, например, у нас бывает нормально, но когда начинают возносить молитву аракой, вином, водкой, с 3 пирогами, это уже изначально, эта молитва до места не дойдет. Потому что наши предки, нужно видеть разницу между возносить молитву и за что-то здравие пить. Гаджидал. 2 разные вещи. За что-то здравие можно любым напитком выпить, это не страшно. А вот возносить молитву Богу и ешконджак, как, например, баракбон арбасов, ваштарджим, обязательно осетинским пивом. Не крепкими спиртными напитками. Нельзя этого делать. И когда мне говорили, да наши же пили, наши предки пили, да, пили. Араку тоже пили настолько, насколько мы знаем, поколение назад. Пили, араку тоже пили. Но они не возносили молитву аракой. И до сегодняшнего дня, и на свадьбах, и на кувдах, везде. Именно поэтому первый тост это всегда бывает пивом.
Те, кто делают это аракой и водкой, они очень сильно ошибаются. Ну, наверное, вопрос, который очень много все-таки людей беспокоит. В каком виде приходить в рощу? Хотелось бы поговорить о внешнем виде. Есть ли некий какой-то негласный дресс-код? Негласный дресс-код у нас всегда существовал в нашем народе, но потихоньку стали подзабывать. Очень много об этом говорил покойный Эльбус Кантемиров. Занаты бадат. Жаль, что у нас таких людей уже сегодня практически нет. Праздник – это праздник. Праздник – это светлое. Не темное, не черное. В светлой одежде и нормально одеты. Не в спортивных, не в рваных, не в грязных, а именно как на праздник. Человек ходит на праздник, вот так он должен туда прийти. В это святилище женщины раньше не ходили. Когда началась Великая Отечественная война, почти все взрослое население мужское ушло на фронт, поэтому женщинам пришлось переступить через эти нормы, и они стали посещать рощу Хетага, чтобы попросить о благополучном возвращении своих близких, мужей, братьев, отцов. Какая ситуация сегодня? Стоит ли женщинам туда ездить? Мы все знаем, в общем-то, то, что вы сказали, это, я думаю, что ни для кого не секрет, что это святилище Ваштарджи, Лактизуар для женщин, и туда женщины не ходили. Во время войны, поскольку мужчин практически не осталось, от того возраста, который, в общем-то, должен туда приходить и возносить молитву, женщины сами начали туда ходить, и бафазах, что и шабалцонты, вот возносили молитву, чтобы их мужья, братья, дети вернулись с войны живыми. Понять можно, и здесь нет никаких ни сомнений, ни возражений. Можно ли сегодня ходить? Ну, для чего ходить? Вот этот вопрос. Если приходить с какими-то сакральными мыслями, мне приходилось видеть там двух женщин, когда мы пришли года 3 назад. 2 женщины пришли, поставили на стол 3 пирога и сами вознесли молитву быстро-быстро и быстро-быстро уехали. Это неправильно. Можно, конечно, прийти, если внутренний есть посыл, вот хочу, чтобы вознесли молитву, там, помолились о младших, которые там, дети, например, сыновья, братья на СВО сейчас. Я думаю, что это нормально. Но надо мужчинам поручить вознести молитву с этими пирогами. И люди, чтобы приходили туда именно, чтобы помолиться, вознесли молитву, прошлись, почувствовали силу этого места и уехали обратно. Вот я думаю, что так можно ходить женщинам, но не в качестве места отдыха, не как в парк, а именно как сакральное место. Часто спорят о том, можно ли зажигать свечи в роще Хетага, а почему этого не стоит делать. В 90-х годах, когда начали опять праздновать и очень широко этот праздник, начали приносить туда свечи. Категорически этого нельзя делать. Очень важно, что это лес, роща, где все сухое, сухой хворост. Там было очень много случаев, когда чуть-чуть не дошло до беды. Года 3 назад там служители рощи еле-еле смогли потушить пожар, который вот от этих свеч загорелись мощные деревья. Они бегом вот так ведра таскали и тушили этот пожар. Могла сгореть половина рощи. И вот это кощунство, которое может привести к этому, надо прекращать. Категорически нельзя. Там есть щиты, на которых написано, что категорически свечи в роще нельзя зажечь. Это все равно, что в сухом лесу разводить костер. Нельзя этого делать. Руслан, говорят, что из рощи Хетага нельзя ничего уносить. Так ли это на самом деле? С рощи Хетага, как с любого святилища, ничего нельзя забирать, то, что принадлежит роще самой. Но люди это как-то утрированно начали в какое-то время воспринимать и начали оставлять там мусор, там остатки пищи и так далее. Из рощи, мол, ничего нельзя забирать. Из рощи нужно забрать все, что вы туда принесли, вплоть до последнего кусочка бумажки, тоже нужно унести. Из рощи нельзя забирать то, что принадлежит этой роще. Нельзя ломать деревья, ветки,
Нельзя из них там разводить костер и так далее. Уносить оттуда что-то нельзя. Это так заведено, это практически относится к любому святилищу. Ваши пожелания? Праздник, он сам собой, не по чьему-то желанию, а сам собой стал всенародным. Вот когда... Я прекрасно помню времена, и мое поколение помнит, когда нас туда не пускали вообще. В этот день перекрывалась трасса Аллагир-Владикавказ с обоих сторон. Милиция, партийные работники, государственные руководители стояли и никого не пропускали. В 1973 году Чинсхашек, сидишь мы в Куртатинское ущелье из Аллагира. И нужно было взять специальное разрешение в райисполкоме, чтобы нас пустили по этой дороге. Иначе надо было, в город надо было из Аллагира через Ордон ехать. Вот такие времена были. Категорически запрещали. Те, которые туда ходили, исключались из комсомола, из партии. Глупые времена, я считаю, но такое было. Это наша история. Мы даже вознесли на Ухалхасакчиуди вот автобус Чинсхаштима, и останавливаться не разрешали, молитву с 3 пилогами он возносил на ходу. Чуть-чуть вот так вот сбавив саугасаун, потому что не... Потом, когда разрешили, люди хлынули туда, и он стал местом вот такого паломничества, можно местом сказать. Притяжения. Да, притяжение – это хорошо. Это хорошо. Нехорошо то, что многие люди идут туда просто отдохнуть, походить, подышать свежим воздухом, то есть без сакрального наполнения вот этого визита туда. А это в первую очередь должно быть. Туда нужно приезжать только для того, чтобы общаться с другими, с высшими силами, с другим миром, пообщаться с Создателем. Да, Каштарта, Бафазах. Вот для этого туда надо приходить в первую очередь. Ну, а потом, конечно, и погулять, ну, почему бы нет. Концерты, платные шоу, я еще раз повторяю, мы тогда категорически настояли. И я, и руководитель тогдашний Аллагирского района Бутаев Арсен, мы сказали, не нужно там устраивать, потому что люди приезжают туда просто отдохнуть. Как в парк культуры и отдыха. Нельзя этого делать. И сегодня, если кто-то захочет там кашт шаражин, попеть там, дай бог здоровья. Но платных ансамблей, оркестров, платных певцов там не должно быть. Это не то место. Вот если в этом виде праздник будет вот так вот больше наполняться из года в год сакральностью, это хорошо, это прекрасно. Это место нашего единения. Юга, севера, всех сел Осетии. Мы туда приходим. Именно вот эта сакральность нас всех объединяет. Шахдаг жарды чишкува, шахдаг жарды бнатыдар, хазарыдар, картыдар, зуарыбындар, худона не ухождара хушбаканат. На балцонта ваштырджи важегот, даланын авжар дардран, чи тоха баш, тоха, чи иш удоннын забахайкут шимбалой, ананижай, ша варжон бинонтам яхамарфах саураканат, что и дар балсы дарчи удондар алчидаря хазарл забахаим балат на каштарта ваштырджи важегот. И умакувам ама на него схорзинат кут балаваркана яхамарфарват. Я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч, Руслан. Спасибо. Баракбон хоржегот. Бужнак.